Я всю жизнь занимаюсь разработкой и производством одежды и аксессуаров для защиты человека от холода. Еще до школы меня моя старшая сестра научила, Шура, шить на кукол. И вот я все время шила. Это меня очень увлекало. Я до поры до времени где-то шила на кукол. Потом где-то в 6 классе стала шить на своих младших сестренок. И сама первый раз в собственном платье пошла на цех. И с тех пор у меня старшая еще вторая сестра была, Виктория. Вот, на 3 года старше меня. Кстати, она вот в телевидении долгое время работала, Виктория Максимова, диктор. Вот я стала ее персональной швеей. Училась во Владивостоке, закончила технологический институт как инженер-технолог швейного производства. Позже я переквалифицировалась на дизайнера. 7 лет работала конструктором-модельером. Потом поступила в лабораторию, Якутскую лабораторию охраны труда от Центрального института охраны труда ВЦСПС. Мы занимались тем, что изучали условия труда северных регионов, чтобы разрабатывать исходные требования к спецодежде, и на основании которого Центральный институт швейной промышленности разрабатывал госстандарты для этих профессий, для кого мы делали. Потом я закончила аспирантуру. Когда вернулась в Якутск, началась перестройка и создала свое первое предприятие, научно-производственное предприятие «Хатубутангас». Это было в 1991 году. Это были, в общем-то, непростые годы, время такое, неизвестно, что будет в скором будущем и в дальнем. Вот. И мы впервые создали на этом предприятии коллекцию национальной одежды коренных народов Якутии. Это якуты, ивены, ивенки, юкагиры, чукчи. Мы собирали, значит, материалы в Санкт-Петербургских музеях. 2 месяца работали, 2 года собирали по Якутии, и месяц снимала Музей естественной истории города Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки. И впоследствии я изучала на основе 4 наук: исторических, искусствоведческих, технических и медицинских. И в результате, в общем, разработала комплект спецодежды, которые от 3 до 6 раз теплее всех отечественных и зарубежных аналогов. Основной утеплитель у нас оленья шерсть с компонентами. Да? И разработали технологический метод, вот типа синтепона, такими монополотном вырабатывается. Вторая моя тематика – это защита человека от холода. Делала, ну, можно сказать, респираторы, да, теплополумаски. Вот эта вот полумаска сделана в 2020 году от ковида. Внутри 5 таких фильтров, которые медицинских, используется ВИВЛ и в искусственной вентиляции легких, и еще фильтрует кровь. А сам материал, вот двойная сетка, очень хорошо держит форму, хорошо дышится, без сопротивления дыханию. Да? Вот. И конструкция такая, что ни носа, ни рта не касается, ни щек. Еще одно направление – это бактерицидный нанокомпозит. Он, например, такие как золотистый стафилококк и кишечные палочки, бактерии убивают в течение 4 часов. А грибки, которые обычно поражают кожный покров ног, в течение суток. Потом на молекулярном уровне разлагает молекулу воды
И мы в 2009 году я защищала как изобретение России, да? С тех пор мы делаем стельки для обуви. В таком случае обувь, значит, сухой внутри, потом грибки не появляются на ноге человека, и, в общем-то, он удерживает тепло, и такой эффект легкого подогрева создает. Вот утеплитель у нас такой вот, оленья шерсть с компонентами. Вот это вот такой утеплитель минус 54 выдерживает. Это бактерицидный нанокомпозит. На молекулярном уровне имеет группу бактерицидную, убивает бактерии и разлагает под молекулу воды. Под – это вода, да? Вот, из него вот такую стельку мы делаем. Тут еще есть вот прокладочка металлизированная, да? Алюминиевая прокладка. Отражает лучистое тепло, которое идет от стопы обратно. Вот, удерживает тепло. Можно в таком виде делать. Я хочу все свои разработки передать новому поколению. У меня всего 20 изобретений, которые зафиксированы, зарегистрированы правоохранными документами в 6 странах. Да? Вот эта куртка называется куртка с брюками, промежуточный костюм. Одевается обычно, надевается на нательное белье куртка, а сверху вот дополнительно жилет. Капюшоны, они снимаются. Вот эта куртка промежуточная на оленей шерсти делает основную погоду в костюме. В смысле, создает термостабильность. Вот эта куртка, которая зимой выдержала холод минус 54. Материал полиэфирный, с внутренней стороны имеет мембрану. И снаружи ветер и влагу не пропускает, но изнутри выпускает пот. Куртка тоненькая, где-то сантиметр. Это мы делали для альпинистов Челябинска. Поэтому вот тут еще такую качественную, такую скользячую ткань на подкладке, чтобы не садилась, не мешала, комфортно было. Здесь двойной карман. Вот верхний что-нибудь можно класть, документы или что-то, а второй для рук. Вот с теплым флисом. И мало того, вот сюда идет, и через манжету вот так внутрь заходишь, не открывая, не расстегивая куртку. И вытаскиваешь тут какие-то документы. Там у нас тут заказывали большой карман, термос свой кладут и так далее. Вот здесь легкий утеплитель на основе овечьей шерсти. А вот внутри, где погоду делает поближе к телу, с оленей шерстью утеплитель. И он снимается вот на пуговицах, да, соединяется. Вот спальный мешок у нас превращается в одеяло, когда нужно. Вот. Тут с оленей шерстью, тоже двойной утеплитель, овечка снаружи и внутренняя сторона оленья шерсть, 2 вкладыша, в них теплее и, в общем, защищает от пота человека, от загрязнения сам мешок, да? Удобно, постирал и дальше носишь. Вот. Теперь, что касается, вот это вот с мембраной ткань, которая не пропускает ни ветер, ни влагу. Это первая моя награда. Это государственная премия Республики Саха-Якутия. В 1998 году получила. Это за работу именно возрождения национальной одежды? Да, именно вот за работу предприятий Хотугутангас, научно-производственное предприятие, которое я создала в 1991 году, работала до 2008 года. Вот эта группа документов, это, во-первых, авторское свидетельство, когда первый раз многослойный пакет утеплителя спецодежды с оленей шерстью защитили.
Второе, вот как раз в Хатугутангас, когда работала в 90-е годы, тоже патент на изобретение России. А дальше вот относительно недавно, в 2018 году, патент, тоже способ теплозащитных свойств комплекта одежды, утеплитель на основе оленей шерсти и теплозащитный комплект одежды. Он будет действовать по 2038 год. В 2021 получила золотую медаль от Сербии. Медаль Николы Теслы. А остальные медали до того получала. Это моя одна из первых наград. Бронзовые медали ВДНХ СССР. Тоже за одежду с оленей шерстью. Это вот международная ассоциация этих клуб. Международный салон называют Архимед. Салон изобретателей и инноваторов. Вот у них серебряная медаль, золотая медаль. За эту маску получила 2 золотые медали в 2021 году от Тайваня и России, Ассоциации изобретателей. В Москве такой комбинезон сделала с этим нанокомпозитом для военных летчиков. И тогда вот наградили дипломом «Лучший изобретатель Москвы». Это было в 2012 году. Одежда должна быть хоть летняя, хоть зимняя, хоть весенняя, должна быть комфортной. Да? Что такое комфорт? Это, во-первых, температурный режим, стабильность, достаточная сухость внутри одежды, удобство в движениях не сковывало, да? Вот. И достаточно легкой была. От одежды не приходилось уставать под весом одежды. Вот. Ну и эстетическая сторона, конечно, чтобы человеку шла хорошо, человек от этого стал лучше смотреться. Сейчас у нас начинается новая программа, новый проект, целенаправленно будем разрабатывать и производить коллекцию бытовой одежды. Это будет мужская, женская одежда, детский ассортимент будем делать. Мы помогаем Людмиле Николаевне продвигать ее многолетний труд в развитии текстильной технологии в Республике Саха-Якутия. Наша цель с МИО Макс Плюс основать производственный цех текстильной продукции. Также от себя хочу добавить то, что мы ищем инвесторов, рекламных, торговых представителей, да и в общем единомышленников.